Ой, так, ну, поскольку у меня научное исследование, да, результат научного исследования, я буду говорить, конечно, тоже на государственном языке, на русском языке. Почему? Потому что, ну, если будут вопросы, я могу... Ну, да, безусловно. Хотел только добавить это. Тут сразу подсказали, спасибо. Дело в том, что... Вы сколькими языками вообще владеете? Ну, в арсенале пока только 4. Так, ну, вот знаете, как Николай Федорович Катанов, я не могу, вовремя надо было просто учиться заниматься этим. Когда меня отправляли на... То есть, вопреки желанию родителей, я пошла на ИНЕС, то есть, поэтому... Четвертый татарский. Всего 4, поэтому всего 4. Четвертый татарский, да? Почему? Хакасский родной, русский, английский, немецкий. Французский тоже. Французский, ну, лентяйка я, ну, извините. Я знаю, что вы в Казани учились, я думаю, вот там Ну, понимаю, конечно, и татарский, и уже казахский, понятно. но не понятие турецкий, при, если медленно говорят, да? Да, и ну, они же близкие. А когда читаю, я тувинский, 70% прочитанного текста спокойно, понятно. да, понятно, без разговоров. Там, Ничего себе. Ну, там близко все. Ну и, знаете, я сегодня очень, наверное, выражу тоже благодарность организаторам, хотя тут частично, да, вот, видите, Наталья Николаевна, за очень интересное выступление на пленарном заседании. И, к сожалению, вот те данные, которые приводились в докладах и Юрия Гавриловича по поводу количества изучающих языки и Дмитрия Александровича, я хочу сказать, что те сведения, которые мы получили, совершенно независимая исследовательская работа у нас была вместе со студентами в рамках гранта по теме изучения, исследования этнопедагогических традиций воспитания в семьях народов Саян-Алтая, значит, на примере Хакасии и Тувы. Сегодня Тамара Герасимовна тоже говорила о тенденциях, которые сохраняются в Туве, языковые, да, вот эти все проблемы. Ну, я хочу сказать, в целом, вот что касается Тувы, я, скажем, ездила, сама выезжала, проводили мы исследования, причем, обратите внимание, преимущественно среди педагогов и среди людей, имеющих хорошее образование. Не случайно, потому что это первый показатель, индикатор того, насколько у нас язык работает и насколько государственные социальные функции языка в принципе сохраняются, либо есть другая какая-то тенденция. Вообще, одной из задач исследования являлось, испытывают ли наши молодые люди потребность в родном языке, в частности в хакасском языке, и вообще, насколько они заинтересованы в сохранении собственных культурных традиций. И как в семье сохраняются эти традиции, и каковы педагогические традиции воспитания в семье. Мы предприняли вот такую комплексную исследовательскую работу. Анкета состояла из 36 вопросов. Ну, я социологическую часть местами буду пропускать, просто обращу внимание на содержательную часть. Всего в Хакасии и в Туве было опрошено около 500 респондентов, 252 человека по Хакасии. Были охвачены совершенно свободной выборкой город Абакан, Аскийский район, Бейский район, так, до Ширинского мы не доехали, Таштыбский, Усть-Абаканский, Алтайский, раз, два, три, четыре, 5 районов, 5 точек. Причем по населенным пунктам разброс тоже был большой, потому что мы просили оказывать помощь и студентов, и очников, и заочников, которые тоже помогали охватить вот таким независимым опросом. Конечно, мы сделали скидку, нет, Балыкса частично здесь не особо. Это предыдущий был, 2009 год. Там я когда выезжала для изучения шорского населения, и вот те данные, которые сегодня были представлены, я уже их сравнила, в принципе, там динамика положительно уже имеет место быть. Но, по сути, эти проблемы были обозначены еще в 2009-2010 годах. А эти данные у меня
с 15 октября по 25 декабря 2015 года. Это совершенно свежие, и поэтому с этими данными я вообще рискнула выступить на одном из семинаров, который организовала Юлия Константинникова, и давала информацию для съезда хакасского народа о состоянии хакасского языка. Правда, я не знаю, они как там с этим материалом работали или не работали, они не отчитываются. Но, судя по проблемам поставленным, они учли часть моих материалов в том числе. Итак, значит, на сегодняшний день мы исходили из следующих концептуальных идей. Во-первых, одной из тенденций развивающейся семьи в современности является стремление детям образования, повысить качество жизни и материальное благосостояние при содействии государственных органов власти. И современная сибирская семья хакасов-тувинцев стремится сохранить народно-национальные традиции как источник духовно-нравственной культуры и одновременно вписаться в мировые глобализационные процессы. Нужно заметить, что среди тенденций глобализации современной жизни наблюдается тенденция постепенной унификации жизненного уклада практически всех коренных народов и народов, тех, которые, ну скажем, в какой-то степени являются государствообразующими, и то, что постепенно приводит к этнической нивелировке и формируется поликультурность. И вместе с тем, это вот одна тенденция. Вторая тенденция, чем больше глобализация начинает, так скажем, давить на коренные народы, тем больше у коренных народов возникает интерес к собственным корням и собственным истокам, собственной истории. Ну, видимо, этнопсихологи это объясняют элементарным инстинктом выживания, и для сохранения своего будущего каждый народ старается в разной степени выживать в глобализирующемся мире. Мы предположили, что приоритетными этнокультурными традициями хакасского тувинского народов являются приверженность к родным языкам, исконным верованиям и традиционному виду хозяйства сельской местности. И одновременно коренные представители городской части населения подвержены ассимиляции и не испытывают глубокой потребности в соблюдении национальных традиций в семье, семейном воспитании детей. И второе предположение у нас было: одновременно наблюдается общность, тенденция сохранения семейных традиций у хакасов и тувинцев, имеются различия в степени сохранения национальных традиций. Итак, что мы получили? Вот мы проверяли вот эти наши гипотетические положения. Значит, детально некоторые вещи я не буду проговаривать, частично найдете в докладе, но некоторые вещи я, ну, понятно, что это объем статьи ограничивается, поэтому какие-то вещи, они не вошли, конечно, в статью. Нужно сказать, что опрашивались члены семей совершеннолетние с 18 до 60 лет, где-то 65 лет в Туве в частности, да, семьи, где воспитываются дети или уже прародители, то есть бабушки и дедушки помогают воспитывать внуков. Нужно сказать, что мужчин в целом по Хакасии принимало участие в опросе 26 человек, женщин 226 в возрасте от 20 до 50 лет. И из общего количества изученных семей 230 имеют несовершеннолетних детей, включая приемных детей в 4 семьях. 22 семьи уже имеют взрослых детей. Значит, в основном были опрошены семьи нуклеарного типа, то бишь с одним-двумя детьми, то есть где есть только родители, прародителей нет. Единственно в одной семье Таштырского района, где воспитываются 9 детей, причем не приемные, а собственные, значит, там тоже приняли во внимание, что в качестве исключения. Да? И главным вопросом нашего исследования являлся вопрос о пользовании родным языком в семье. У нас что получилось? Языком общения, то есть общаются на родном языке, преимущественно в Абакане. Из 88 человек 9, 10%,
В Аскизском районе 83 человека, тоже 9-11%. В Алтайском районе 29 человек, 7 человек. В Бейском районе 27 человек, 6. В Таштырском районе 24 человека, 2. Только на родном языке. На русском языке тоже, те же самые цифры, но ответы получены следующие. 27 человек в Абакане, 31%. На русском и родном языке в Абакане 48%, то есть двуязычие, как видим, да, преобладает. Значит, в Аскизском районе на русском языке общаются 35%, на русском и родном 54%. В Алтайском районе, соответственно, 55% на русском языке, на русском и родном 21%. В Бейском районе 11% на русском языке общаются всеми, 67% на родном и русском. А в Таштырском районе 42% и 50% общаются на родном и русском. Итак, вот из полученных цифр мы видим, что сегодня очень распространенной является тенденция функционирования национально-русского двуязычия. И тревожным симптомом является минимальное использование хакасского языка в семье, что, в общем-то, мне кажется, должно было стать сегодня предметом обсуждения. Ну, у нас языковые секции работают, скорее всего, там будут представлены тоже какие-то свои данные. Вот все реально понимают, что с исчезновением родного языка исчезает все остальное. И культура, и традиции, и быт, и музыка, и искусство, и так далее, и так далее. Вот, правда, вот в анкете была дана небольшая подсказка. Нужно было сделать выбор в пользу тех или иных семейных традиций. Среди подсказанных выбрали практически все. А вот там был прочерк, что-то свое, да, включить. Вот там мы увидели, что в городе Абакане в ответах практически ничего не было. Свои какие-то традиции семейные и плюс семейные воспитательные традиции были записаны в районах, в Аскизском, Алтайском, Бейском, Таштырском районах. Названы следующие традиции: уважение старших, привлечение к домашнему труду, совместные праздники, гуляния, умение принимать гостей, также дни рождения членов семьи, общественные праздники, которые стали частью семейных традиций. Челпаза, Тунпайрам, Пасха, Троица, Масленица, Рождество, Иртунтой, Ирга начал, Кунпазы, вот новый праздник, но его уже в семьях начали отмечать. Черине, Айрон Солндезе. Айрон Солндезе, Черине и Кунпазы отмечены в Таштырском, Бейском и Аскизском районах. Очень интересный момент. В городе Абакане не отмечают вот эти национальные праздники. Зато в Аскизском районе указали плюс такие традиции, как заплетание косы, ритуал сек-сек, все знают, да, праздники Нархас, Кентои, Начал, Палатюрена. И семейные традиции, значит, практически отмечены во всех населенных пунктах. Это отдых на природе всей семьей, экскурсии по достопримечательностям Хакасии. Мне очень показалось, что новое такое явление, да? Просмотр семейных альбомов, празднование начала окончания учебного года, чтение ребенку книги на ночь, совместный прием пищи, совместный просмотр